Здравствуйте, уважаемые телезрители. На Юргане начинается рабочий полдень. Традиционно в нашем эфире мы обсудим интересную тему и поделимся с вами полезной информацией. Как вы знаете, 25 января – особенный день для всех Татьяны, всех студентов. Кроме того, это день рождения Московского университета имени Михаила Ломоносова. Татьянин день отмечают так или иначе во многих высших и средних специальных учебных заведениях. Не исключение и наша республика, а это более 40 тысяч студентов. Прямо сейчас на связи с нашей студией мой коллега Даниил Ланков. Он находится в Сыктывкарском лесном институте, узнает, как там День студентов отмечают. Даниил, здравствуй, тебе слово. Да, вот так и стойте, сейчас уже скоро мы выйдем с вами. В том числе и столовая самого лучшего учебного заведения высшего института. И позвольте мне... Да, Северин, все верно. Сейчас мы находимся в Сыктывкарском лесном институте. Здесь уже дан старт празднованию Татьяниного дня, Дня всех студентов. Официальная часть уже подходит к концу, и сейчас дело подходит к самому интересному, к одной интересной традиции. Это вот, как мы видим на заднем плане, сейчас директор института, попрошу оператора вот показать это все поближе. Директор института разливает медовый напиток студентам, которые вот уже готовы его испробовать. Что это за традиция? Сейчас мы узнаем у студентов 4-го курса института Анастасии и Петра. Анастасия, ну давайте начнем с вас. Расскажите, что это за напиток, что это за традиция такая? Традиция празднования праздника в нашем институте зародилась еще с 2000 года. Ректор института разливает медовый напиток студентам, как бы поздравляя их с этим праздником, желая им удачной учебы, чтобы у них все всегда получалось, и это как бы считается достойным выпить напиток. Анастасия, наверное, самый главный основной вопрос. Алкогольный напиток или нет? Нет, напиток полностью безалкогольный. То есть в середине учебного дня вполне можно вот так вот прийти на обеде и его выпить? Да, и потом идти сдавать экзамены, продолжать учебу. То есть сейчас переменка как раз у нас продолжается. Сегодня у студентов еще экзамены, то есть сейчас вот выпить и вот как раз и сразу пойти на экзамен? Да, конечно, никаких последствий не будет. Хорошо. Петр, вот ты хотел поздравить всех студентов от имени студенческого сообщества вашего. Вот давай, тебе слово. Дорогие студенты, от имени Объединенного совета обучающих Сыктывкарского лесного института поздравляю вас с праздником. Желаю отличной учебы, больших достижений, а самое главное, огромных успехов после окончания учебы. Ну, Северин, остается только присоединиться к этим словам. Студия, вам слово. Ну, а мы пойдем дальше отмечать Татьянин день и День студента. Спасибо, Даниил. Судя по всему, День студентов обещает быть веселым. Сейчас давайте обратимся к истории праздника и посмотрим сюжет на эту тему. Святая мученица Татьяна считается в России покровительницей студенчества. И в день ее памяти, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. В 1784 году директор университета обратился к архиепископу Московскому Платону с просьбой устроить при университете храм. Церковь в честь святой мученицы Татьяны осветили в 1791 году. В XIX веке, согласно указу императора Николая I, 25 января стали называть Днем студента. Празднование для студента стало настоящим событием для столицы Российской империи. После утренней службы торжественное вручение дипломов и наград. Затем, опять же, торжественный обед, концерт и бал. В этот день даже полицейские, встречая изрядно охмелевших студентов, не штрафовали их, а помогали добраться до дома. В Татьянин день студенческие хоры проводили торжественные молебны в университетской церкви. В этот период зародилась одна из самых трогательных традиций. Накануне экзаменов, защиты дипломов и других важных в учебе дел студенты, а нередко и сами профессора, обращались в своих молитвах к святой Татьяне. После революции университетская церковь была закрыта. Ее преобразовали в читальный зал. Но в настоящие дни храм Святой Татьяны при университете действует. Ежегодное празднование Татьяниного дня для Москвы было и остается настоящим событием. Теперь его отмечают по всей России.
Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. В эти дни в столице Коми пройдут выступления заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Все это в рамках гастрольного тура ансамбля по России, причем на сцену с нашими гостями выйдут и артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «АСЕКЭ». Чем порадуют нас эти яркие коллективы, узнаем прямо сейчас. Я с удовольствием представляю вам наших гостей. Итак, в нашей студии рядом со мной Ольга Горячева, генеральный директор, художественный руководитель государственного заслуженного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Далее тоже руководитель, но уже ансамбля АСЕКЭ Александр Титаренко. Александр, здравствуйте тоже. И на диванчике так уютно вдвоем разместились солистки обоих ансамблей. Екатерина Курочкина, лауреат государственной премии имени Валентины Есевой. И Виктория Струкова, заслуженная артистка Украины, солистка ансамбля «Донбасс». Здравствуйте всем. Здравствуйте. Очень рада, что вы к нам приехали. Привезли с собой, может быть, с какой-то вот яркость, солнце. Но давайте начнем с того, как познакомились такие большие коллективы. Александр, вам слово, как мужчине надо отвечать. Ну да, во-первых, хочу всех телезрителей поздравить с замечательным праздником, да, Татьяниным днем. Вот. Ну и плавно перейти как раз к основной теме сегодняшнего мероприятия. Значит, мы познакомились с этим замечательным коллективом на фестивале «Друзья у казаков России» в городе Липецке, куда нас пригласил ансамбль «Казаки России». Это было у нас в сентябре месяце 2016 года. Вот. На этом фестивале было 4 коллектива, то есть непосредственно организаторы. Мы, ансамбль «Лезгинка» из Дагестана и ансамбль «Донбасс» из Донецка. Вот. Познакомились, замечательно, нам все понравилось. И уже как раз вот на этом фестивале родилась идея, как организовать момент приезда и как раз показать совместный концерт 2 коллективов, то есть государственного ансамбля «АСЕКЭ» и ансамбля «Донбасс». Ольга, как вы откликнулись на предложение? Или, может быть, ваш ансамбль выступил инициатором визита к нам? Как происходило это знакомство? Инициаторы были принимающая сторона, это сразу говорю. Мы, конечно, с огромной радостью, так как дружба завязалась настолько крепкая в те вот 2-3 дня, которые мы находились, и я думаю, она будет и дальше продолжаться. И поэтому наш визит, он планировался вот сразу, как только мы вернулись в Донецк, поступили звонки. И причем, как уже Александр говорил, вот все коллективы, которые работали, мы уже побывали и в Дагестане, работали совместные концерты с «Лезгинкой». И теперь мы здесь, в Республике Коми, будем работать с нашими друзьями совместные концерты здесь. Но я очень надеюсь, что вас встретят тепло, так же, как обычно встречает наш коллектив. Думаю, что и вы тоже обязательно будете искупаны в аплодисментах. Давайте сейчас, друзья, немножечко посмотрим вообще, что из себя представляет в целом ансамбль «Донбасс». Внимание на экран и наслаждайтесь.
Итак, друзья, напоминаю, сегодня у нас в студии представители ансамбля «Донбасс» и ансамбля «Асьяке», совместное выступление которых уже сегодня состоится, и завтра тоже они будут радовать жителей республики, гостей Сыктывкара. Ну и мы, собственно, попытаемся узнать, а что же будет в программе, будут ли, может быть, какие-то совместные номера. Ольга, как формировалась программа, расскажите. Программа формировалась совместно. Конечно, хозяева этого мероприятия предоставили нам большую часть концертного времени, так как, все-таки мы приехали издалека, да, нам есть что показать, а коллектив местный, и я думаю, в принципе, это правильно. Программа формировалась, опять же, из основных, из номеров Золотого фонда, я думаю, обоих коллективов. И по поводу совместных номеров, он будет. Но какой? Я думаю, его увидят зрители, которые придут на этот концерт. Он как раз будет репетироваться буквально после эфира. Мы встречаемся и начинаем репетицию этого номера. Так что это будет сюрприз для зрителей. Пользуясь случаем, мы приглашаем всех гостей и жителей города Сыктывкара на этот замечательный концерт в Театре оперы и балета в 18 часов 30 минут. Здорово. Екатерина, когда ты узнала, что будете выступать вместе, ваш коллектив, какие были ощущения? Давно ли готовишься? Когда мы с ребятами познакомились в городе Липецке, а мы с ними познакомились уже более близко, потому что мы жили в одной гостинице с ними, у нас как-то такие дружеские отношения сразу, то есть настолько дружеские отношения, настолько братские какие-то отношения у нас стали, что когда мы говорили еще в Липецке артистам, что вы к нам приедете в Сыктывкар, они как бы, может быть. И вот когда нам сказали, что действительно 25 января приезжает к нам ансамбль «Донбасс», мы такие: о, все здорово, наконец-то, мы дождались их. И мы прям готовим им отличный прием ребятам, артистам, потому что, проделав такую длинную дорогу, такой творческий путь прошли они. То есть я думаю, что сегодня зрители увидят слияние каких-то двух братских культур и просто получат массу позитивных эмоций. Виктория, как прошла дорога? Я знаю, что вы добирались на собственном автобусе. Наверное, тяжело было перенести? Или замечательно. Вы уже закалка. Профессионалы да. уже? Да, многолетняя закалка, так все нормально, все хорошо. По России вы, получается, тоже на автобусе передвигаетесь? Ну, конечно. Где побывали уже в рамках гастрольного тура? Я знаю, по-моему, 3 города уже проехали. Мы были в Московской области. Жуковский город, Жуковский, да? Замечательный тоже прием. Да, уже ансамбль «Донбасс» очень давно путешествовал по этим местам. Я думаю, что кто-то, может быть, помнит. Хоть хочется надеяться, что в ближайшее время будет много возможностей показать ансамбль. Кто-то вспомнит. Ансамблю исполняется 80 лет. Я думаю, что «Асьяке» тоже такая история богатая, еще идет из Советского Союза. Поэтому даже в этом плане можно дружественные коллективы, одна история приблизительно. Но репертуар, наверное, тоже, естественно, похож, потому что все-таки ближе знаете, к народному. Народный репертуар, это есть же песни, классика. И, конечно, у нас звучат эти же песни, может, в другом немножечко исполнении. У нас есть, конечно, свой репертуар. Сколько не ездим, сколько не приезжаем, все равно просят классику. Я знаю, что у вас был интересный момент в Дагестане, да, Ольга, может быть, или вы поддержите, расскажете, Виктория, или как выступали на улице, скажите, пожалуйста. Импровизированный этот концерт. Вы знаете, это такой момент прощания на площади. 2 коллектива, 2 автобуса, детский коллектив, да, по-моему, говорили. Спою. Поставили микрофон, пару куплетов на площади. Евгений Васильевич, тоже солист нашего ансамбля, ему тоже пришлось, так что вот так было. Екатерина, чего ты ждешь от этого выступления совместно, скажи, пожалуйста? Какие-то совместного есть выступления душевные, может, ожидания, переживания? Я когда услышала, как поет Виктория еще в городе Липецке, мы стояли за кулисами, мы пооткрывали все рты, у нас было такое эстетическое вокальное наслаждение получили, что сегодня, я думаю, будет не меньше эмоций от ансамбля.
Я представляю. Особенно вот мне кажется, что как раз вот коллектива народного плана хорошо очень слушать вживую, потому что, ну даже, хотя вот даже вот тот отрывок вашего выступления, то он настолько эмоций передает, мне кажется, что ну, должно быть просто все вот, это должен быть какой-то такой действительно яркий позитивный взрыв. Ну и по поводу, кстати, вот голоса нашей гости Виктории Струковой, мы все-таки, конечно же, не могли не попросить их исполнить композицию. И сейчас Виктория Струкова, заслуженная артистка Украины, солистка Государственного заслуженного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Под аккомпанемент также заслуженного артиста Украины, тоже солиста ансамбля Сергея Устименко, исполнит композицию. Прошу вас, занимайте нашу импровизированную сцену. Конечно, понятно, что таким коллективам нужна сцена побольше, но благо в Государственном театре оперы и балета такая возможность есть. Мы на лодочке катались, золотистые золотой, и не гребли, отцеловались. Не качай, брат, головой. В лесу, говорят, бару, говорят, растет, говорят, сосенка, влюбилась с молодчиком веселая девчонка. Я тогда тебе поверю, что любовь верна у нас. Поцелуй меня, приятно, без отрыву 40 раз. В лесу, говорят, в бару, говорят, растет, говорят, сосенок, понравился мне девице, молоденькой мальчонка. Меня маменька ругает, дядька более бережет, как приду с гулянки поздно, он с поленом стережет. А я, говорит, тебя, говорит, дочурочка увожу, а я, говорит, тебе, говорит, гуляночку доложу. Вот так вот, представляете, что творится. Где мы с миленьким гуляли, как зеленая трава, где мы с милым расставались, там посохли дерева. В лесу, говорят, бару, говорят, росла, говорят, сосенка, уже больно мне понравился молоденькая мальчонка. В лесу, говорят, бару, говорят, росла, говорят, сосенка, уж больно мне понравился молоденькая мальчонка. Друзья, заслуженные артисты Украины Виктория Струкова, Сергей Устименко, спасибо вам большое. Мы еще услышим, кстати, Сергея во второй части программы, друзья. Это уже будет его, как бы сказать, время, где он себя покажет. Я думаю, что он, как человек с опытом, может это сделать. Я знаю, что вы, по-моему, приехали без своего оркестра, да? То есть здесь, наверное, может, какие-то возникли сложности, или все здесь как бы в творческом плане, как говорится, на мази, все уже договорились со СЕК. Ну, договорились, да, так как возможности не было привезти сюда оркестр,
Это очень дорого, очень Решили накладно. по-другому как-то этот Да, вопрос. и у нас в практике мы работаем без оркестра, но при этом, при всем, мы используем только фонограммы, записанные нашим оркестром, и никаких других. Поэтому АСЕК сделали так же, дабы баланс концерта был выдержан, я думаю, в целом. Я думаю, что живости момента это нисколько умалять не будет, потому что будет, по крайней мере, вот очень красивый костюм мне понравился, Виктория. Будет ли смена костюмов, потому что народные костюмы не всегда яркие, красивые. Конечно. Что-то будет. То есть не только в этом плане. Екатерина, а у нас коллектив что-то подготовил тоже? Какое-то переодевание, скажем. Конечно, как без этого. У нас государственный ансамбль, конечно, у нас там будут и как наши национальные номера, традиционные коми, так и русские. И, естественно, это и смена костюмов, и образов. То есть мы услышим песни вообще на 3 языках, на украинском, на русском. На русском и на коми, да, безусловно, да. конечно. А вот когда вы ездили в Дагестан, допустим, пробовали петь что-то из их, может быть, репертуара, или как у вас строилось там выступление? Петь мы из их репертуара не пробовали, но был один совместный танец, который сделали там же, это была «Калинка-лезгинка». Это было, да, очень интересно. Вот, то есть 2 коллектива работали. Все было построено в основном на трюковой части, то есть их трюки, вы понимаете, что Дагестан и Донбасс, как бы, ну, это смогли все совместить в единый танец, и это было просто вот, ну, потрясающее зрелище. Вообще народные танцы, мне кажется, это вот смотришь на коллективы народные, всегда все в красивой форме, потому что вот почему у нас всегда люди-то были в такой хорошей форме. Никакого фитнеса не надо, когда там делаешь разножку в воздухе-то. Да, у каждого свои национальные особенности, также в хореографии, и в песне, и в музыке. 80 лет ансамблю. Какие-то планы вот так, хотя бы штрихом, есть какие-то наметочки, может быть? Может быть, что-то пока просто, как говорится, в голове крутится, но еще непонятно, что будет. Ну вот в голове много чего крутится уже. Да, конечно, это будет большой юбилейный концерт на нашей родине, это будет в Донецке на центральной площадке. Вот. Мы планируем пригласить наших друзей, в том числе и АСЕК. Я не знаю, в каком варианте это получится, весь ли коллектив или, может, только руководство. Ну, то есть вот общем, планы есть. Да, да, есть речь о гастрольном туре. Ну вот пока еще все в процессе разработки. Это вполне нормальная творческая жизнь. Она такая. Екатерина, хотела бы ты побывать в Донецке, или, может быть, уже удалось как-то в частном порядке? Нет, я не бывала в тех краях еще, но мне бы хотелось посмотреть, конечно. Я вообще человек, который очень любит культуру разнообразную, какая бы она ни была, это культура, и мы к ней просто обязаны, относимся как никто. То есть 2 нации, то есть это очень интересно. Вопрос такой вот к руководителям. У каждого коллектива все равно должна проходить как-то смена поколений. Как дело обстоит с этим у нас, и как обстоит дело у ансамбля «Донбасс» с этим? Александр, вот давайте с вас начнем. Ну как, конечно же, артист это такая специальность, что всегда хочется со сцены видеть молодых, талантливых, профессиональных артистов. Вот. Но мы над этим работаем. Стараемся обновлять кадры, как и в хоре, так и в балете, в оркестре. Я знаю, что у вас в коллективе, по-моему, есть своя школа-студия. Или... У нас есть национальная школа. Пока временно она у нас не работает из-за юридических причин, вот так как. Ну, надеемся, Но что она заработает. будет, да, она Но наверняка была, дети, она будет. которые хотят заниматься, есть ведь? Конечно, дети есть, с детьми вообще проблем нет, чтобы набрать эту студию, этого нет. Виктория, у вас, может быть, свои воспитанники уже есть, кто-то поющий в коллективе или нет? Нет, в коллективе нет. Есть у меня ученица, она в Краснодаре учится в консерватории. Настя, господи, я горжусь ею. Я надеюсь, ее, кстати, пригласили в Липецк в коллектив. Да, так что она вот 4-й курс заканчивает. И... Воробей, Настя Воробей. Да. Настя Воробей, так это звучная фамилия. Да. Анастасия, сколько будешь, Катя почти просила, вот, Анастасия сказать, а сколько будешь композиций ты исполнять вместе с коллективом? Это сюрприз. Ага, так вот тоже. Конечно. Будет вечер сюрприза. Конечно. Да, будем продавать все. Александр, знаю, что завтра коллектив тоже будет выступать на крупной площадке. Завтра будет выступать коллектив со своей программой, уже не совместная концертная программа. Это будет концерт проходить в Доме культуры Бумажников в городе Ежево.
Вот, в 16 часов мероприятие. То есть Донбасс будет сам по себе уже выступать? Завтра Да? Так что, уважаемые эшинцы, дорогие земляки, завтра все на концерт Донбасса. Там, наверное, тоже программа хорошая подготовлена отдельно. Что-то будет из, наверное, совместного концерта, что-то может быть уже... Да, основные номера будут из совместного концерта, так как, ну, вы понимаете, что реквизит вести это... Да, за 2500 километров. Ну, а по возможности, да, мы постарались туда добавить. Вот в основном это вокальные номера будут меняться по сравнению с сегодняшним концертом. Ну, программа будет очень интересная. Репертуар коллектива обновляется? Репертуар коллектива вот буквально с этого года начал потихонечку обновляться, скажем так, да, у нас начала появляться такая возможность. И вот опять же к юбилею это будут новые номера. Я знаю, что вы часто очень, ну, по крайней мере, судя по каким-то интернет-моментам, вы часто выступаете у себя на родине тоже. На родине у себя мы выступаем очень часто, буквально концерты... Потому что там афиша, будут только ваши выступления. Да, вот даже я не буду точную цифру называть, но в 2016 году у нас было более 150 концертов. То есть за год для профессионального коллектива это достаточно много. Я последние 10 лет даже не помню такой цифры за год, чтобы была. Это практически по одному концерту раз в 2 дня вообще получается, ну, практически, да? Бывает и 2 концерта в день где-то, ну, очень часто коллектив сейчас выступает. Виктория, как родные провожали сюда, в Россию? Что говорили? Ну, я хочу сказать, что у меня муж бывший артист, балет, поэтому он уже привычный к этому. Жаль, что он не со мной уже, но ничего, нормально все. Александр, ну вот ваши коллективы подготовили культурную программу для жителей гостей столицы республики, а культурную программу для наших гостей какая-то будет? Они успеют хоть что-то посмотреть у нас там, я не знаю, но, снежки поиграть хотя бы? Да, ну конечно. Жалко, конечно, что они не приехали в самые морозы. Они почувствовали настоящую нашу суровую зиму. Вот. Но, тем не менее, сегодня такой легкий морозец. Я думаю, что было бы интересно присутствовать у нас в городе в минус 40. Но, конечно, безусловно, мы планировали сегодня и посещение Краеведческого музея, но артисты устали с дороги, нам надо отдохнуть перед репетицией, перед большим концертом. Вот. А так, конечно, будет обязательно встреча 2 коллективов после концерта, обязательно творческая встреча будет. Екатерина, с кем-то уже, может быть, удалось начать, так скажем, обмен опытом? Я сегодня ночью, уже вчера еще вечером и ночью писала, как вы доехали, как вы добрались, как у вас, что мы вот с Викторией заранее тоже выкладывала, я видела. Да, заочно общались. Информацию о нас. Да, то есть так переживаем, что как они себя чувствуют. То есть все, нам отчитали, что гостиница хорошая, что все довольны, все хорошо. Ждут с нами встречи на репетиции вот в час дня сегодня у нас. Ну, слава богу. Артисты познакомились, я смотрю, наблюдаю, так вот после Липецка серьезно прям общаются через интернет. Да. То есть действительно... То есть Донбасс нам везет дары Украины, и мы им, естественно, сегодня приготовили наши северные дары. Ну что ж, надеюсь, что все получится хорошо. Друзья, сейчас нас ждет короткая реклама, далее новости и еще один музыкальный сюрприз от коллектива «Донбасс» для вас. Продолжается рабочий полдень в прямом эфире на Юргане, друзья. И сейчас настало время новостей. Какие события к этому часу имели место быть в нашей республике, сейчас узнаем от Евгения Ершова. Евгений, добрый день. Спасибо, Северин. Добрый день. Время новостей. Коротко об одних из самых важных из жизни нашей республики буквально через несколько секунд. В Сосногорске возродят рыбопитомник круглогодичного цикла. Об этом в рамках рабочего визита заявил вице-премьер Анатолий Князев. В планах, используя технологию рециркуляции воды, увеличить объемы молоди, выращиваемой в цеху для товарных хозяйств. Сейчас мощности единственного в регионе рыбохозяйства на базе Сосногорской ТЭЦ, где вырабатывается побочное тепло, потенциально позволяет полностью закрыть потребность республики в мальках. Иконы, которые были похищены из Свято-Вознесенского храма в селе Иб, вернулись на родину. В настоящее время они хранятся у следователей в качестве вещественных доказательств. 2 похитителя задержаны, 3-й в розыске.
Трое нетрезвых жителей столицы спровоцировали ДТП прямо в центре города. Мужчины пронесли своего товарища за ноги прямо через проезжую часть. В результате тот, кого несли, попал под колеса. Его госпитализировали с травмой головы. Эти и другие новости смотрите в следующих выпусках. А прямо сейчас в продолжение передачи «Рабочий полдень». Северин, тебе слово. Спасибо, Евгений. Друзья, все-таки надо быть как-то осторожным на дороге и возле нее. Особенно с тем, что вы там употребляли. В общем-то, давайте не об этом. Сейчас напоминаю, что у нас в студии сегодня заслуженный артист Украины, представитель ансамбля «Донбасс», который сегодня, завтра будет радовать жителей и гостей столицы республики своим выступлением. Причем не одни. Это будет совместно с ансамблем «Осяке». И сейчас обещанный музыкальный сюрприз заслуженного артиста Украины Сергея Устименко. Красивый инструмент в его руках. Надеюсь, подарит вам множество приятных эмоций в ближайшие минуты. Просто в его руках настоящий оркестр. Напомню, Сергей Устименко, заслуженный артист Украины, для вас сейчас показал отличный музыкальный номер. Возможно, он будет на концерте, а может быть не будет, но будет множество других. Напомню, концерт совместно ансамбля «Осяке» и ансамбля «Донбасс» сегодня-завтра в Сыктывкаре. Ну, обратимся немножечко, давайте все-таки к истории ансамбля «Донбасс». 80 лет, какие-то основные вехи могли бы мы отметить? Ну, конечно, могли бы, так как 80 лет это довольно-таки большой. Рок-группы столько не живут. Да. То есть, конечно же, ансамбль прошел путь просто
огромный, и роста, как бы было все, да, были и взлеты, были какие-то, может быть, задержки в развитии, но все равно ансамбль все время шел вперед. Созданный в 1937 году как коллектив профсоюза в угольной промышленности, тогда еще СССР, ансамбль не на один день не прекращал свою деятельность. То есть это была Великая Отечественная война, где коллектив работал на фронтах, на передовых. Это все последующие годы. Из коллектива вышло очень много известных, маститых мастеров и хореографии, и вокального искусства. Здесь работали и Павел Вирский, и Юрий Богатиков, как бы это известные всем достаточно имена. И у истоков создания ансамбля стоит Зиновий Дунаевский, это брат известного, да, всем Исаака Дунаевского. То есть еще можно очень много перечислять. Да, в истории вашего коллектива много, да, фамилий, которые наверняка... Да, которые знают практически, ну, я думаю, каждый второй точно. Вот. И сегодня коллектив, опять же, несмотря на все события, которые происходят, я думаю, многие это знают, коллектив не прекращал ни на день свою работу. То есть мы репетировали, мы выступали перед разными категориями нашей республики, то есть начиная от детей, подростков, взрослых людей, да, и это были и военнослужащие, которые сегодня у нас, скажем так, тоже одна из основных категорий, которую мы поддерживаем своим творчеством. Ну, я думаю, что это очень важно. Недаром же Великую Отечественную тоже вот, это очень было важно, когда приезд артиста, это очень воодушевляет. Александр, вот к вам вопрос как руководителю тоже. Насколько важна вот такая совместная творческая работа коллективов из разных регионов? У нас же ведь и в стране тоже много национальностей, с которыми вы тоже сотрудничали, выступали на одной сцене. Да, это очень важно. Во-первых, это важно для развития в творческом процессе. Артисты общаются, они смотрят, действительно, они реально видят все национальные особенности, друг у друга что-то приобретают, обмениваются опытом. Раньше такого я не помню, но вот в последние буквально лет 5 действительно это стало уже как традицией, что ли. Я думаю, что на этом останавливаться не будем, и дальше сотрудничество продолжаться у нас будет. Я думаю, что также мы и с Лезгинкой пообщаемся в творческом плане. Это очень важно для артистов, очень важно. Екатерина, Виктория, вот вы что думаете в плане вот дружбы разных коллективов? Ну, по сути, не разных, но как бы на одной почве, так сказать, взросленной, творческой, может быть. Но вот, Виктория, как думаете, вот эта дружба, насколько сотрудничество важно очень? Это очень важно для роста артистов. То есть так же, наверное, Катя, как и для спортсменов, да, которые встречаются из разных стран. Каждый кто-то смотрит на другого, хотя я хочу лучше. И так друг с другом. Во-первых, мы артисты. Это одно слово. Неважно, кто ты, больших или малых театров, или ты выступаешь на кремлевских сценах. То есть, да, мы артисты. Нас это объединяет одно, нас объединяет это творчество. Вообще семья. Да. И когда приезжают с одного конца России и с другого, и они встречаются где-то в середине России, да, это, естественно, обмен опыта. Это, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. Это очень важно. Очень важно, Ну, да. подходит наш эфир к концу. Ольга, может быть, какие-то пожелания нашим зрителям, коллективу дружественному? Конечно, во-первых, я, вот, пользуясь, да, такой возможностью, хочу сказать огромное спасибо вот, двум женщинам, которые, скажем так, нас сюда не только вот пригласили в самом сентябре еще 2016 года, но и все это время вот были на связи. Это Мария Алексеевна Балмастова, директор Коми Республиканской филармонии, и заместитель ее Ирина Николаевна Поповцева. То есть не проходило и недели, чтобы люди не выходили на связь, то есть какие-то моменты, а все ли у вас хорошо, настолько это вот тепло было, настолько это внимание согревало. И я, конечно же, хочу пожелать всем жителям вашей республики любви, тепла, добра. Ну и как бы от нас это звучит актуально, конечно, мира. А коллективу, уже так братскому, дружественному нам коллективу, да, который мы любим, я вам хочу пожелать вот, процветания, постоянного развития,
неравнодушных спонсоров, что это сейчас важно, да. И, конечно же, любви вот, жителей Республики Коми. Это ваша родина. Вот пусть они вас любят, ценят и гордятся вами. Спасибо вам большое. Очень приятные, теплые слова. Я думаю, друзья, что мы можем выразить свою поддержку только как раз придя на концерты наших коллективов. Ну, я уже сказал наших, да, практически. Поэтому мы желаем вам тоже творческих успехов, тоже мира, конечно же, здоровья и процветания вашему коллективу. Спасибо вам большое. Напомню, друзья, что сегодня и завтра в Сыктывкаре выступает коллектив государственный, заслуженный государственный академический коллектив песни и танца «Донбасс». Поэтому будем смотреть, конечно же, будем смотреть и на наших артистов, ансамбля «Асьякэ», потому что мы всегда рады своих видеть на сцене. Я еще раз желаю вам хорошего выступления и горячих аплодисментов, поддержки от зрителей. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, с вами мы не прощаемся. Завтра в 12:00 рабочий полдень в прямом эфире на Юргане. До свидания, удачного завершения рабочего дня.